И снова на канале, спустя полгода, наверное. Сегодня попробуем уехать на мыс Табезина. Будем пробовать пытаться уехать на автобусе. Небольшой подъем. И первая легенда. Форт номер 11. Вот так этот форт выглядит. Прикольно. Так, и вон мыс Табезина, куда я иду. В общем, пришлось вернуться обратно. Вот здесь вот дорога. Перекрыли шлакоблоком. Вот здесь проход до мыса Табезина. На автобусе ехать где-то минут 20, может быть. Остановки нет. Нужно просить водителя, чтобы остановился на повороте на мыс Табезина. И обратно также сказал, выходишь на дорогу, тормозишь и едешь. Впереди люди. Значит, иду правильно. Сейчас, пока шлась, провалилась в грязь. Зато вышла к побережью. Блин, тут грязи после этих дождей просто немерено. В общем, здесь что зимой ходить по льду, по гололедице, как мы это делали 3 года назад, что сейчас, типа грязи, особой разницы я не заметила. И так неудобно. Ну и сейчас, в отличие от прошлого раза, очень много людей. В декабре 2020 года, когда мы здесь были, здесь вообще никого не было, были мы одни. Попрошайка местная. Короче, взял с собой сосиску. Лови. Еще будешь? Лиса. Лиса. Ты где? Вон еще одна. Ты хотя бы вторую взяла бы. Она думает. Куда спрятать? Это морковка? Синица в руках или Сосиски взяла. И убежала. Короче, лису накормила. Теперь в руки пахнут сосисками. Но зато не зря везла. Целых 2 штуки. Так, осталось еще немного, я буду уже на месте. Я иду где-то, наверное, уже чуть больше часа. Осталось буквально, не знаю, мне кажется, минут 15-20 я буду уже на месте. Вот такие вот дороги здесь. Остались последние метры, я надеюсь. Потому что там уже море проглядывает. Я думаю, сейчас вот за этим поворотом уже будет мыс. Я очень надеюсь. Спустя 3 года я наконец-то здесь дошла. Шла час 10, час 15, что-то около того, с учетом того, что забрела сбрать туда. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want.
туристов здесь тьма, конечно. Я иду уже обратно. Ну и в целом на автобусе доехать можно. Пройти можно. Но лучше таки ехать на машине, потому что все равно половину пути идешь также по грязи. А так хотя бы хоть что-то можно будет хоть как-то время сэкономить. И идти не час по бездорожью, а минут 40 или меньше. Сейчас иду на остановку, буду ловить автобус. Очередные туристы направляются на Место Безина.